Нартский эпос. Многие исследователи видят в этих сказаниях отражение археологических культур региона, своеобразную летопись давно минувших эпох. Однако, несмотря на богатую историю изучения, многие вопросы Нартиады остаются открытыми, особенно различия и параллели в версиях эпоса у разных народов. Совсем недавно свет увидел масштабный труд кавказоведа Руслана Базуртанова, посвященный этой теме. Его работы открывают новые горизонты в изучении кавказского нартского эпоса. Вот этот материал – это результат исследований многих десятилетий. Мне уже за 6-й десяток лет я работаю по нартскому эпосу, по языку нашего народа, по этнографии давно. Хочу продемонстрировать, осветить, рассказать про него. Кавказский нартский эпос – это том 1 всего лишь. Вот он буквально на наших с вами глазах на днях вышел. Что я здесь сделал? Вот в этом материале что я сделал? Я сделал критический анализ всех существующих исследований по нартскому эпосу. За весь период. Это вот на протяжении 250 лет. Начиная с самых первых упоминаний, что какие-то там предания есть, это есть. Но я еще что даю? Я даю достаточную информацию для самостоятельного вывода каждому, кто ее будет читать. Я не делаю выводов, не утверждаю ничего. Вот это важно. Я каждому, кто эту книгу в руки возьмет и начнет читать, я ему даю возможность самому определить, кто такие нарты, какими они были, откуда они пришли, куда они ушли, когда они вернутся и так далее, и так далее. Это, в принципе, очень толерантная и демократическая подача материала. Важный вопрос не мое мнение, не мнение определенного круга исследователей, которые там какой-то регион представляют. Важный вопрос, как ученые, разные ученые, они преподносят генезис нартского эпоса. Какие хронологические рамки он указывает, этот эпос. Какая культура предшествовала созданию этого эпоса? Да, в чем его отличие, в чем его различие и так далее, и так далее. Вот я здесь почти на 50 страницах вот здесь это привожу. Конечно же, у ряда исследователей, описывающих разные версии эпоса, приводятся материалы, какие культы задействованы в сказаниях, что они говорят, какие археологические культуры. Если мы почитаем Петра Услара, что он пишет? Он пишет, что чем дальше в сторону от горы Казбек и центрального Предкавказья Дарьяльского ущелья, тем слабее и менее яркие являются сами сюжеты эпоса. И острота вот этих сказаний, она, говорит, все глуше и глуше. Вот, например, Техов Баграт. В работе «Центральный Кавказ» в 16-10 веках до нашей эры, это еще эпоха бронзы, по имеющимся, он говорит, захоронениях с культурным изображением можно судить о древней флоре и фауне Кавказа. Следует отметить, он пишет, что все виды животных и птиц, которые встречаются на Кавказе в наши дни, переданы в этой древней бронзового века графике и скульптуре. То есть налицо что? Налицо преемственность флоры и фауны Кавказа в эпосе нартов и в захоронениях. Потому что в эпосе нартов же тоже вот про какого-то героя пишет, что он маленькую горскую лошадь там описывает, или там маленькую эту горскую коровку свою повел там. Надо сказать, что вот есть отдельные темы, которые у меня не вошли вот сюда, да, в первый том. Но они ждут своего часа во втором таком же материале, он будет по объему такой же. Я думаю, что это на 3 части у меня этого материала есть. Что это за темы? Топонимы, язык эпоса, вершины, гидронимы, селения, этносы, имена вот этих героев. Вот по именам героев у меня есть выборки из словарей всех народов, в которых присутствует эпос. Да? Я по каждому имени, которое дублируется в разных версиях, которое не дублируется, я провел исследование. Эта работа в следующем томе ждет своей этой очереди.
Потому что некоторые, например, исследователи версии, вот адыгские, они говорят, это эпос нас, потому что у нас Котам, это указание сына там было, да. Но у нас, извините, не только Кон, у нас Берснакотам и Темуркот, у нас и Онгиш, и Коний, и Кани, и так далее. Откуда идет там масса этих. Курко, знаменитый герой, который вернул барашков и тростник. Стороны света в эпосе, как описывают, это тоже важно. Локализация действий героев и самих героев, откуда они, что они. Очень интересная тема будет во втором томе. Указание на обозначение матери и отца, в подавляющей массе вот этих версий разных национальных. Нана и Дада. Это вообще отдельная тема. У каждого народа есть свое указание, обозначение матери и отца, но в эпосе обращаются Нана и Дада. Вот этот вопрос надо исследовать. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из самых ярких и необычных персонажей ингушского нардского эпоса. Эти герои не просто плод фантазии, они отражение древних верований, представлений о мире и моральных ценностей ингушского народа. Боткы-Ширтка. Один из самых интересных персонажей Боткы-Ширтка, чье имя переводится с ингушского как «ласка», и это не случайно. Ширтка – оборотень, способный превращаться в говорящую ласку. По преданиям, он обладал уникальной способностью проникать в мир мертвых – Эл, где черпал мудрость и знания. Для этого он использовал латунную тележку, словно ключ к потустороннему миру. Боткы-Ширтка жил рядом с синими озерами и, по легенде, мог исчезать в их глубинах. Но самое главное, он всегда помогал нартам, даже когда они были несправедливы к нему. Он был мудрым советчиком, способным рассудить и наставить на верный путь, не раз спасая их от гибели. Его образ – пример мудрости, смирения и бескорыстной помощи. Боткы-Ширтка. Там такого ожесточения нету, наоборот. Они иногда его защищают, иногда он их спасает. Даже вот эти знаменитые герои, когда их в скамейке клеем, обманом пригласили присесть, и они потом не могли оторваться. Специальный состав клея был, который чем дольше сидишь, тем крепнет. И они потом, вот этот Боткы-Ширтка им спас. От людоедов, кстати, опять же. Маршал Дохок все скстался. Мерш واغل حقبتك شرتكة حوالي الشرتكة فيسع دوخوي Så فيصل يلا واحد صوص تقولق علم القهردن دين شاني بين شاني قيوت. Хинана. Ингуши верили, что в водах рек и озер живет Хинана, мать вод. Она предстает перед нами в облике существа, сочетающего в себе черты человека и рыбы. Хинана неустанно заставляет воды течь, и по поверьям, раз в год перед рассветом она засыпает на мгновение, а вода густеет. Если кто-то наткнется на эту загустевшую воду, у него есть всего секунды, чтобы загадать желание, которое непременно сбудется. Хинана могла наказать за неуважительное отношение к воде, за ложные клятвы и ругательства, но в основном она была доброй и плакала, когда на людей надвигалась беда. В ингушском нардском эпосе она – олицетворение силы природы, ее милосердия и справедливости. Еще один персонаж нардского эпоса – Хинана. Ну, конечно же, она там, но нельзя сказать, что она там где-то какой-то коварный этот метод применила. Она наоборот, вот эта Хинана, она наоборот старается уберечь вот этих героев, да. Но смотрите, если честно вам сказать, эпос и вода, эпос и море, он во многих версиях. Ну, там версий очень много, до того интересной версии. Если, например, ингушский эпос просмотреть полностью, да, там и много обозначено водных источников, реки, которые существуют сегодня на Центральном Кавказе. Они у нас в эпосе присутствуют. Присутствуют божественные, как говорится, сущности, которые являлись покровителями вод. То же самое, помните, я вам сказал, гидронимы. Почему это важно? Если, например, в быту тюркское денджис у осетин, а в эпосе форт. Почему форт? Почему не денджис? Понимаете? Там вопросов много. Тема голода в эпосе, этика народов в эпосе, вот она как проявляется? Есть ли параллели в смыслах и значениях слов или обозначений в эпосе?
Это очень хорошая тема, у меня там тоже наработки хорошие. Флора, фауна эпоса, параллели в языках и культуре. Жер-баба. А теперь давайте познакомимся с одной из самых необычных героинь ингушского нардского эпоса – Жер-бабой. Эта старая вдова, потерявшая мужа и сына, предстает перед нами не просто как одинокая женщина, а как воплощение мудрости и провидения. Нарты всегда обращались к ней за советом, и она заботилась о них как о родных сыновьях. خادن خابوست أمبش ماستر يختي هوا يالك تيك حمد واسدش نسني بستي ما قدر در أهناني شدو بيجر يؤجواش دالدق دوختلشون تخلورجش يا خلو مالح خلشان. Удивительно, но у Жер-бабы сохранились запасы муки в виде наперсточка и всего 3 ребра быка со времен благодатного времени, которые исследователи связывают с эпохой бронзы. И она, словно волшебница, умудрялась приготовить еду из этих скромных запасов, чтобы накормить досыта 60 железных нартов. Этот образ подчеркивает не только мудрость и заботу, но и способность к чудесному преображению малого в великое. В ингушском эпосе Жер-баба – это персонаж, это умудренная опытом, с трагической, как говорится, судьбой женщина в годах, которая пострадала, там, сыновей, мужа потеряла, там, это потеряла, она одинокая, да. Чем она прославилась? Она не только иногда спасала в походах, да, вот это, спасала там это, вот этих нартов, но она иногда им подсказывала очень правильные вещи. Вот, к примеру, какие? Если какие-то герои там задумали какое-то недоброе, она умела предугадывать. И она иногда этим ингушским нартам даже говорила: вот вы сейчас думаете, вот это сделать, не делайте, от этого хорошего не будет. Да, она их уберегала от зла. Да, это не в каждом эпосе, не в каждом эпическом наследии вот такие героини. Кстати, такая же подобная героиня присутствует в Калевале. Там же тоже вот эта знаменитая персонаж, вот эта старушка, да, к которой он обращается, который Эльмарель вырос, вот, который сватался, да, кузнец. А вот эта героиня наша, она их иногда спасает, она иногда их кормит. Вот она им, например, готовит еду. Как она готовит? Вот они еще нарты удивляются. Почему ты, говорит, бросила 2 щепотки, там, 3 щепотки муки, когда блюдо им готовят, и 2 ребра там положила в котел, а мы наелись. Это от прошлого времени, когда вот такие злые герои, как вы, не совершали злых походов, говорит. Вот эти нарты наши, вот чем особенность вот этой героини? Нарты как перестали совершать походы и даже прекратили свое существование, как? Потому что она их упрекнула, сказала, пока вот такие герои не нашлись, говорит, у нас благо было, благодать была. Кстати, о благодати. Вот у ингушей вот это благо, оно и в жизни простой, оно и в эпосе имело несколько видов, несколько обозначений. Они разные были. Вот, например, ингуши, когда я лично сам слышал от одного ингуша-старика, такого с седой бородой, ему лет там 85 было. Он, когда на одну свадьбу пришел, он пожелал вот этой семье, чтобы их сноха, вот сейчас по-ингушски я скажу, а потом перевод сделаю. Вор дизел хочен ферлди, нусхолшен о хачин сега. То есть невесту, когда завели, вот этот старейшина седобородый сказал, чтоб она была, говорит, матерью способной принести вам 7 сыновей. Но ферлди – это процесс блага, знаете, что означает? Это благо, это благо сегодняшнее, вот этой жизни, да, ближайшего времени. Мял – это благо будущего, правильно? Мял это когда-то будет. Фяр – это благо нынешнее. Вот этот процесс фярлди, что это такое? Пусть она будет для вот этого фярла, для процесса невесты, да, способной для 7 сыновей. Это не просто родить 7 сыновей, вырастить и определить их в жизни. Вот это есть процесс фярлди. А фяр – это просто благо. Благо этой жизни, которое мы можем сейчас увидеть, которое мы можем там через некоторое время увидеть.
А мял – это обязательно благо, которое человек сам и не увидит. Это ему там заслуги зачтется. Но у ингушей, оказывается, есть еще один вид блага. Благо, которое приходит нам за заслуги, которые совершили наши отцы. В ингушском языке это обозначает «дяшкар деса гаст». Отцы уже ушли. Оставшееся от этого отца благо «дяшкар деса гаст аллаш». Мял – это благо, которое ты сам не увидишь. Оно тебе будет. Может, она тебе зачтется, может... Но все говорят, мял хубым, он сделай вот хорошее дело, благо тебе будет, мол. Вот это благо у нас не говорят про него фяр. Про него говорят мял хубым. Мял – это благо, вот, которое будет. Фяр – это благо, которое мы можем увидеть при жизни. Мы или там те люди, которые сегодня вот за хорошее, за благое дело участвуют, видят все это, они могут это увидеть, потому что это случится в этой жизни. Да? А то, что от отцов вернется, как неожиданный подарок, дяшкар деса гаст. Еще один персонаж, внушавший страх древним ингушам – Уннана, мать болезней и заразы. Эта безобразная старуха, шагающая по земле с переметной сумкой, никогда не улыбалась. Ее следовало задобрить, чтобы избежать гнева. По легенде, однажды обидевшись на неуважительное отношение, она наслала заразу, уничтожив почти всех ингушей. Поэтому про Уннану даже в ее отсутствии следовало говорить только ласковые слова. Постоянно в эпосе во многих версиях идет разговор о чашах. Поднесли чашу героя там. В храмах, в святилищах ингушей сохранялась масса культовых чаш и деревянных изделий с орнаментом, повторяющимся глиняных металлических артефактов из древних захоронений. Понимаете? Это и Крупнов, это и Леонид Петрович Семен, они все это описывают. Описывают это и Миллер, и другие исследователи. Да. Казенкова, исследователь, в работе «Специфика духовного мира кабанских племен» сообщает, это Москва, 2017 год, анализ конкретных вещей и их иллюстрации достаточно убедительно подтверждают наличие у племен кабанской культурно-исторической общности солярного культа в виде разнообразных знаков в бытовой сфере. Эти солярные знаки на знаменах ингушей, и на древних, и на современных. Столь же ярко и точно исполненное свидетельство из ареала кабанской культуры наводит на мысль о заимствовании древними греками поэтического образа трех граций с Кавказа, так же, как и мифа о Прометее. Но мы об этом, смотрите, вскользь говорим в этом томе. А в следующей книге обязательно будет большая глава о Прометее, о Курке, о героях. Да? То есть возвращение людям огня, возвращение людям способности жить. Этот же исследователь Казенкова в этой работе сообщает очень показательный пример одного из могильников. Богато погребальным инвентарем женской могилы номер 41, сложный по конструкции головной убор покойницы, в которой была воткнута бронзовая швейная игла. Ее нахождение здесь было бы совершенно непонятным, если бы не существующий до сих пор ингушский обычай, а именно способ от сглаза невесты к подолу свадебного платья ингуши до сих пор прикалывают булавку или иглу. Вот видите, это находится где? Бронзового времени захоронения. Является ли это случайным? Не знаю, это каждый может себе ответить. В ингушском нарском эпосе полноценную роль играют не только антропоморфные персонажи, но и животные. Особое внимание уделяется птицам, таким как голубь, тушолей, орел и другие. Нарты и голуби. Вот почему она интересная? Потому что в нескольких версиях эпоса вот эта птица имеет совершенно разные культовые ценности. Если, например, в ингушском эпосе, вот нескольких сказаний, как там говорится? Говорится, есть сказание, да, эпическое, как погибли, как обеднели Боровы. Потом, кого позвал вот этот, когда вернутся нарты, кого он там это попросил, помните, волка убил, там это, ворону убил, а кого он попросил воды ему в клюве? Лесного голубя. В мировом значении, чем интересна вот эта птица? На Древнем Крите, Древнем Египте, Древнем Шумере, богиня Матери Земли, как она описывает, Иштар там, другие, в облике чем?
голубки. Или, например, египетские вот эти божества женские, да, они в образе чего? Нильской голубки. На Крите богиня с голубем, возможно, является прототипом Афродиты. То есть Афродиту сравнивают с голубкой. Если идет, например, толерантное, доброжелательное отношение в отношениях между народами, кем являются люди, которые много прикладывают сил и стараний для того, чтобы мир состоялся? Голуби мира, понимаете? Поэтому в этом вопросе много неисследованного. Даже у нас не просто там голубь, да? У нас в наших сказаниях описано, какой это голубь, какой у него цвет, что он хорошего делает. Я вам скажу больше. Из данных, которые дают этнографы, старики наши, оказывается, вот эти домашние дикие голуби, солсакок, кавказская горлица, аккок по-ингушски, аккок или солсакок, разные названия, они жили, оказывается, у ингушей вот на этих башнях, вот на жилых башнях, туда иногда вот эти остатки еды ложили они у них там жили. И вот представьте себе, на глиняном, уплотненном вот этом навершии вот этой жилой башни, они гнездились, они там, навоз, который они там откладывали, представляете? Оказывается, человек их приручал именно так. Для чего? Вот этот навоз шел для чего? Это для удобрения полей. Лучшего удобрения в горных условиях, где срок взрастания злаковых очень короткий, лучшего не было. В какой этнической культурной среде сложилась вот эта культура кабанская, которая, по утверждению многих исследователей, ученых, она являлась основой предтечи создания вот этого, зарождения этого эпоса. Вот здесь исследователь пишет на странице 188. На наш взгляд, кабанская культура в целом сложилась на основе местной культуры предшествующего времени. Далее продолжается на странице 191. Нет никакого сомнения, что эта культура является автохтонно кавказской и что ее создали аборигены кавказцы. Кем же были эти местные этнические группы, о которых он говорит? Балкарский исследователь Тахир Малаев пишет, что носителями кабанской культуры известные, говорит, как кавказионы, являлись прямыми предками в войнах,